Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем вышивать вот такую татарскую брошь-тюльпан. Основные материалы я здесь использовала чешский бисер и жесткая канитель. Я буду вышивать на тонком жестком фетре, на сером, использовать фиолетовый бисер, чешский, канитель жесткую, булавочку, заготовку. Заготовку можно самостоятельно нарисовать, а можно скачать с интернета и распечатать и вырезать. Также буду вышивать нитями и использовать вышивальную иглу. Необходимо, чтобы через эту иглу проходил бисер. Прежде всего на фетре необходимо нарисовать наш тюльпан карандашом. Далее по этому контуру мы уже будем вышивать жесткой канителью и затем заполнять чешским бисером. Наш рисунок готов, а теперь мы его вырезаем, оставляя вокруг немного пространства. Вот что у нас теперь получилось. Далее мы берем жесткую канитель и ее потихонечку растягиваем. Желательно, конечно, не сильно ее растянуть, иначе она будет не очень красиво смотреться на броши. Пришиваем канитель по контуру рисунка. Для этого я брала иглу в одну нить и пошагово пришивала, отступая небольшие расстояния друг от друга. Дошиваем канитель до конца рисунка. Вот мы уже дошли до уголочка. Теперь нам необходимо согнуть канитель и продолжить дальше пришивать ее. Вот мы уже дошиваем второй лепесточек, и чтобы канитель нам не мешалась, мы ее обрежем на стыке нашего рисунка и дальше пришьем остаток ее. Теперь осталось пришить канитель к третьему лепестку. Мы также ее пришиваем, как и в предыдущих двух лепестках.
Теперь пришиваем чешский бисер. Для этого я беру иглу с двумя нитями. Выводим иглу из фетра, набираем бисеринки 2. Я поджимаю пальчиками, чтобы понять, куда воткнуть иглу. И теперь выводим иглу там же, где мы и первый раз вводили ее. Продеваем через 2 бусинки и набираем также 2 бусинки. Так, одну набрали, вторую набрали. И также пришиваем. Теперь мы отступаем назад иглой, просчитываем 3 бисеринки назад и в промежуток пришиваем и вводим иглу через 3 бусинки и опять набираем 2 бусинки. Итак, мы пришиваем последовательно друг за другом весь ряд до конца лепесточка. Мы с вами сделали прямую линию бисером. Теперь возвращаемся бисерным рядом обратно, делая такую петлю. Заканчиваем первый ряд, замыкаем кольцо 2 бусинками, пришиваем. И получается, нам необходимо сделать, вот что у нас получилось, и нам необходимо сделать еще 2 ряда. Вот я уже сделала второй ряд, сделала такой же петлей, и теперь еще надо сделать 1 ряд такой же. Теперь мы заканчиваем наш 3-й ряд. И у нас остается такой небольшой промежуток, который тоже нужно заполнить бисером. Если делать еще 1 ряд, то вышивка вылезет и не будет симпатично смотреться. Поэтому мы пришиваем бусинки горизонтально по 1 бусинке. И так заполняем все пространство. Мы закончили 2-й лепесточек аналогично первому. Также пришивали 1-й ряд, 2-й, 3-й и пространство заполнили.
Теперь мы делаем центральный лепесточек аналогично первым двум лепесткам. Заканчиваем первый ряд. И у нас есть там такой небольшой промежуток, его нужно будет тоже заполнить. Пришиваем туда одну бисеринку горизонтально. Также сделаем второй и третий ряд. Вот я прошила уже второй ряд, также по кругу петелькой. И теперь нам, то есть вот первый ряд, второй ряд, и теперь нам уже остается сделать третий ряд, последний. Все три ряда мы уже пришили, осталось пространство в виде ромба, его мы тоже заполняем. Я здесь пришиваю по 3 бисеринки.
вышивка наша завершена, теперь мы ее вырезаем, оставляя пару миллиметров от края. Теперь берем картон, вырисовываем наш рисунок, далее мы будем его вырезать и приклеивать к задней стороне тюльпана. Рисунок вырезаем, немного отступая от края. После того, как вырезали рисунок, мы примеряем его к броши. Если какие-то части выступают, то мы обрезаем его. Далее мы будем приклеивать эту картонку к броши с помощью клей-момента. Это необходимо для того, чтобы наша будущая брошь приняла жесткую форму. Теперь приклеиваем булавочку с помощью клей-момента и далее оставляем брошь высыхать на несколько часов. Клей уже высох, и теперь мы будем пришивать заднюю сторону. Я буду использовать велюр, маленький такой кусочек, а можно использовать тот же фетр, на котором мы вышивали брошь. Нам понадобятся шило или маникюрные ножнички для того, чтобы сделать дырки в материале и вытащить оттуда выступающие части булавки. Вырезаем теперь ткань по рисунку. Мы обрезали материал с одной стороны лепестка и начинаем обрабатывать край. Вдеваем иглу из фетра в сторону вышивки снизу вверх. Иглу брала в 2 нити. Набираем на иглу 2 бисеринки. И далее пришиваем, немного отступаем. После того, как прошили 2 бисеринки, мы выводим иглу из второй бусинки. Вдеваем, нанизываем на иглу 1 бусинку.
Пришиваем немного, отступая. И также выводим нить из этой бусинки. И так мы обрабатываем весь край нашего тюльпана. Когда обрабатываем край броши, бывает так, что у нас заканчивается нить. Тогда мы просто завязываем узелок и выводим следующую новую нить из последней бусинки. Вот наш завершающий момент. Мы вдеваем самую первую бусинку в нить сверху вниз, оставляем нить с обратной стороны и пришиваем так же, как и обычно пришивали. Ну и наконец пришиваем пару узелков, делаем так, чтобы это было не видно, аккуратненько, и наша вышивка завершена. Потрясающая татарская брошечка завершена. Все ровненько, все хорошо выполнено. Теперь можно с удовольствием ее носить и быть довольным тем, что все выполнено своими руками.